Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вас любит? Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Ой, какая мощная энергия любви. Прям, знаете, вот как сносит все преграды. Как даже обволакивает. Девушки, женщины, вот кто зашел на эту отсыпку, и вы в паре, либо вы замужем, ваш муж вас по-настоящему любит, ваш парень вас по-настоящему любит. Возможно, он вам об этом не говорит каждые 3 секунды, но он вас по-настоящему любит. Его любовь, она как дымка над вами, она такая обволакивающая. И эта любовь настоящая, истинная. Любовь, которую ни с чем не перепутаешь. И если вы не замужем и парня у вас нет, то буквально вот в вашу жизнь входит энергия любви, настоящей любви. Любви чистой, преданной, верной, счастливой. Понимаете? То есть, как я понимаю, что либо вы вот встретитесь с человеком, который буквально влюбится в вас с первого взгляда, а вы влюбитесь в него, либо буквально до следующий месяц, и появится человек, с кем с первого взгляда у вас там все начнется. Потому что энергия любви, она как входит в вашу жизнь, да, она уже частично присутствует. У вас могут быть странные ощущения, странные сны, странные желания могут быть, да, это все оно. Как предтеча будущего счастья, будущей любви. Вот если вы замужем, либо парень есть, это 100% он. Парень, муж, да, любит вас по-настоящему. Если нет, то человек уже где-то рядом, понимаете? И любовь будет страстной, взаимной и очень счастливой, да, в один момент просто вспыхнет и все. И у мужчины, и у женщины. Так, еще показывают человека, с кем вы не поддерживаете контакт, у вас с ним нет общения, но этот человек вас любит, прям любит. Я не могу достоверно увидеть, либо сказать, были ли у вас с ним отношения, либо если и были, то чем все закончилось. Но я могу точно сказать, что вы на расстоянии. И вы об этом мужчине не думаете, не то чтобы любить, вы просто о нем не думаете, даже не вспоминаете. А он вас любит, любил и любит, и будет любить. Вот такой мужчина. Рядом с ним женщина показана. Она ему либо жена, либо подруга, либо мама, какая-то женщина рядом с ним присутствует. Что у них за отношения? Такие, знаете, они как в одной сцепки идут. То есть это не любовная сцепка, да? Любовь так не показывается. Это какие-то могут быть обязательства, узы, правовые моменты. Может, деваться некуда, да, в конце концов. С какой-то женщиной. Женщина к нему тянется, а он от нее отворачивается. То есть, скорее всего, женщина, может, и заинтересована в более-менее нормальных, стандартных отношениях, а мужчина такой: не хочу, мне не надо. Да, потому что он любит вас. Вы его единственная женщина. Та женщина, с которой он хотел бы быть. Далеко. Он далеко от вас. Вы далеко от него. Возможно, вообще нет никакой возможности знать что-то про вас, либо заглянуть в вашу жизнь. Может, вы и соцсети не ведете, а если ведете, может, вы его заблокировали давным-давно. Но у него что-то ваше есть. Допустим, фото. Либо какая-то ваша вещь. Что-то есть, что он полностью ассоциирует с вами. Либо, может, он и подглядывает в ваши соцсети. Может, он так и не сказал, да, что любил. Может, он как раз-таки не свободен был и побоялся действовать, и поэтому с той женщиной так и остался. Либо
ну, допустим, и был роман между вами, но мужчина, опять же, побоялся действовать и решил ничего не менять, оставить все как есть. А может, он надеялся, что вы его будете до пенсии ждать, да, до самой старости. Быть ему удобной любовницей, да, он такой, типа, пришел, ушел. Пришел, увидел, победил, дело сделал, гуляй смело, да. Но нет, нет. У вас к нему точно чувств нет, а у него к вам чувства прям очень сильные. И эти чувства, они настоящие. Настоящие. Давайте я еще на картах гляну, да, потому что так трудно, конечно, понять. Это общая отсыпка, да, вы все разные. Ну, с мужчиной явно есть рядом женщина, и эта женщина, она никуда деваться не хочет. Она, наоборот, к нему 2 руки протянула и, ну, как схватила его, да. Он, конечно, от нее отворачивается, но, опять же, не уходит, правильно, а может уйти не может, да, деваться некуда, да. Ты денешься с подводной лодки, деваться некуда. Либо это бывший женатый, который был, да так и не развелся, либо это какой-то тайный поклонник, который вот он был женат, он влюбился, а что делать, да, жена есть. Мужчина, всадник. Не, ну он любил, ну тут змея, понимаете, тут змея и перекрытые дороги. Перекрытые дороги. Он-то любил, он и раньше любил по-настоящему. Но всаднику перекрыла змея дорогу. Вы знаете, да, что лошади и змеи друг друга не любят. Вот. Запутали дороги, тут перекресток, тут вообще не пойми, куда идти. И корни пустил, деваться некуда. Может, кстати, и вы не свободны были в то время, да, и он такой, блин, это 2 семьи рухнут. Это как бы перебор, да. Ну, он одержим вами. Луна, вы его путеводная звезда. Вы единственная, с кем он мог построить настоящие счастливые любовные отношения. Но он это как-то, знаете, ну, либо не понял изначально, либо, опять же, вот какая-то безвыходность. Он такой, ну, типа, ну, что я сделала? Она замужем. Ну, что я сделала? И я жена, да, ну вот куда? Сразу 2 семьи разрушать. Ну, либо вы были замужем, и вы были счастливы, либо у вас парень был, и вы были счастливы. Он такой, ну, вот как я буду отбивать ее? Она счастлива, у нее там все хорошо, что я приду и буду разрушать ей жизнь, ну, как бы, ну, стрёмно, да, как-то это неправильно, не по-мужски. Ну, а может быть и другой вариант, что вот вы были свободны, он был женат, и вот он побоялся, да, побоялся, ну, мало ли там последствий побоялся, либо побоялся, что женщина его бешеная, что-нибудь там вам сделает, да, может, она ему угрожала и сказала, что не дай бог ты к ней уйдешь, я там предприму такие действия, что рожки и ножки твои любимые останутся. Такое я могла сказать, потому что она детьми там шантажировала. Вы знаете, бывают такие истории, когда просто вот такая безвыходность и хоть плачь, да, хоть скачь, хоть плачь, хоть что хочешь делать, а никак не решишь. Не решишь. Бывают и люди такие, которые вот принципиально костьми ложатся. Вот она понимает, что ее не любят, она такая, нет, все равно ты будешь мой, да, никуда ты не денешься. Ну, как бы я не могу тут ни осуждать, ни поддерживать. Я, знаете, за что? Я за любовь, и я за то, чтобы люди были счастливы. Чтобы люди были, чтобы они счастливыми себя чувствовали. Понятно, что есть обязательства там туда-сюда, но жить в семье, где люди любят друг друга, опять же, если там ради детей многие живут и мучаются, окей, дети же не глупые, они же тоже все это видят, у них вообще какая-то неправильная модель семьи формируется. Потом эти дети всю жизнь несчастные, не могут найти нормальные отношения. Это тоже неправильно. Все как-то должно быть в меру, и все должно быть простроено. А не так вот, да, это мои амбиции, я так хочу, и так будет. Либо мужчины как еще думают, что вот любимую женщину буду там, да, любить потихонечку, вот, но статус свой не поменяю. Не могу вам точно сказать, в чем причина, но змея точно виновата. И мужчина любил, любит и будет вас любить. А любовь у него к вам настоящая. Вот хотите верьте, хотите нет, но настоящая. И вот мне кажется, что вы его знаете.
ну, либо как бы, да, ваш любовник в прошлом, либо просто какой-то знакомый мужчина. Знаете, какая еще информация пришла? Вот муж ваш настоящий, либо бывший, у него был друг, который взял вот и куда-то съехал, переехал, неожиданно пропал. Может, этот мужчина, это друг вашего мужа, либо парня, и он не мог нарушить этот их дружеский кодекс, да, и у друга жену отбить, да, он не мог. Поэтому он и молчал о своих чувствах. То есть он мог вас видеть, вы могли видеть его, он мог приходить к вам, он мог даже, ну, как-то с вами общаться, там время немножко проводить. Ну, понятно, что в общей компании, но тем не менее. Вот. И он полюбил вас, да, полюбил, сам того не рассчитывая, да, не загадывая на это. Но из-за вот дружбы с вашим парнем либо мужем он не осмелился вам признаться в своих чувствах. Но мне идет, что он далеко от вас находится. Далеко, потому что, наверное, ну так судьба решила, либо он так решил, да, чтобы не разрывать себе сердце каждый раз, видя, что вы с другим мужчиной. Вот такое тоже может быть. Вот кому-то точно пришла информация, что это друг либо мужа, либо парня. Вот, и он просто уехал, куда глаза глядят, да, чтобы не разрушать, не разрушать вашу семью и не разрывать свое сердце. Ну, потому что видеть, как любимая женщина счастлива даже с другом, да, это, конечно, больно, и это, конечно, очень неприятно. Вот. Может, он, кстати, эту женщину разлюбил, да, потому что он вас полюбил. А может, он ее, в принципе, не любил, он просто с ней жил. А когда встретил вас, он, наконец-таки, испытал настоящее чувство любви. Знаете, что мне идет? Мне идет, что этот мужчина не сейчас, но ближе к зиме, ну, когда холодно, там снег, все дела, он какую-то отчаянную попытку будет предпринимать, то ли увидеться с вами, то ли, ну, хотя бы поговорить по телефону. Вот. Он пока старается об этом не думать, либо он считает, что, ну, как бы это нереально, не получится, да, нельзя так делать. Но вот ближе к зиме что-то может случиться, либо что-то сильно может на него повлиять, что он, несмотря даже там ни на дружбу, ни на службу, ни на там, чтобы его заблокировали, да, если это ваш бывший, предпримет некую отчаянную попытку с вами встретиться, да, увидеться, либо поговорить по телефону. Вот. И это будет самый неожиданный мужчина из всех, которые есть и были в вашей жизни. То есть у вас будет какое-то невероятное удивление, вы скажете, как такое может быть? Почему именно ты? И вот в этой попытке, кстати, девочки, он вам, ну, очень так ярко намекнет, ну, либо как бы чисто сердечно признается, да, что я тебя любил, люблю и буду любить. Все. Может, он ничего не попросит, он просто скажет, вот знай, что я люблю, либо скажет, что я всегда тебя любил, я тебя буду любить всегда. Если что-то там понадобится, да, помощь, защита, поддержка, деньги, да, всегда можешь ко мне обратиться. Может, кстати, именно так и скажет. Ну, потому что он ради вас в сегодняшнем дне готов все, что есть, отдать. Себя в рабство продать, но ради вас он на это все пойдет. Вот у него такие чувства к вам. Кстати, это его страх жизни, что с вами что-то плохое может происходить, а он об этом не знает. Либо вот его нет рядом, он не может там появиться, он не может вас защитить. Это самый большой страх в его жизни. И это его действительно, знаете, как-то прям до отчаяния доводит. Ему даже иногда и сны такие плохие могут сниться, да, что вот как будто бы с вами что-то происходит, кто-то вас обижает. И он такой, блин, я сволочь. Я не могу защитить свою любимую ненаглядную девочку. Такое, да, может быть. Ну, а в целом, девочки, он очень часто о вас думает, он очень часто фантазирует по поводу вас и по поводу того, как все могло бы быть прекрасно, если бы, да, не обстоятельства. Вот. Но вы его точно знаете. По крайней мере, видели 100%. И запомнили 100%. Ну, либо общались с ним полноценно, либо он вашим любовником был. То есть, в принципе, это не какой-то там чужой мужчина, неизвестный там какой-то поклонник. Нет, видели, знаете. Видели, знаете, да. Описать я его не могу. Здесь не показано ничего. Кроме, знаете, вот что могу сказать. У него татуировки явно есть, какие-то рисунки на теле.
татуировки. В сегодняшнем дне они точно есть. Когда вы с ним общались, ну, либо у вас там что-то было, я не могу сказать, были татуировки или нет, но в сегодняшнем дне есть. Татуировки могут быть район рука, плечо, грудь, опять же лопатка, или даже вот на шее у кого-то татуировка есть. Вот про это могу сказать. И у него еще какая-то странная форма головы. Как будто бы лицо немножко как вытянутое. Вытянутое, да. Не круглое, не треугольное, не квадратное, а вот как овальное мне еще идет. Вот это единственное, что могу сказать по поводу этого мужчины. Ну, с другой стороны, да, до зимы уже тут не так уж и долго, да. 3 месяца, и зима начнется. Ну, он вам скажет, он вам сам скажет про свою любовь. И скажет он именно не с тем, что он вам там все и сразу будет предлагать. Просто скажет, ты можешь рассчитывать на меня. И если вдруг что-то понадобится, вдруг что-то с тобой там, не дай бог, случится, либо какие-то затруднения в жизни, да, я вот все, я открыт вот прям во всех местах, да, все для тебя, вот все, что хочешь, все твое. Как-то так он вам скажет. Вот, конечно, это будет шоком, это будет потрясением, но с другой стороны, это будет честно с его стороны и будет правильно. Давайте вообще посмотрим, даст ли судьба вам с ним, хотя тут любовь идет в вашу жизнь, я сомневаюсь, что вам будет как-то хотеться с ним что-то. Ну, мало ли, да, посмотрим. Вообще, его любовь, как она будет успешной. Ну, нет, скорее всего. Почему? Он-то любить вот всю жизнь будет, но дорога всегда будет уводить. Ну, либо на расстоянии будете жить. У каждого будет своя жизнь. А любовь его будет честной, сильной и стабильной. До конца он будет вас любить. Так, а давайте еще посмотрим на вот эту любовь, которая идет в вашу жизнь, либо уже присутствует в вашей жизни. Нет, давайте посмотрим для девушек, кто влюбится, да, вот в вас влюбится и вы влюбитесь. У кого нет пары. Если вы в паре, у вас есть парень либо муж, то вы и так все знаете, да, без гаданий. Вот. Просто вам подтверждение, что ваш парень либо муж любит. А вот для тех, для кого только лишь идет любовь, вот эта энергия, для вас информацию, да, интересно получить, что карта скажет. Ну, по песку я могу сказать, что это очень счастливые отношения. Ну, карты говорят, тоже будет настоящая взаимная любовь. И вот, никуда не деться. Все, понимаете, время пришло. Любить, счастливыми быть, тут признание, вместе будете там куда-то ездить, путешествовать, исполнять мечты друг друга. Это новая жизнь, да, это новая жизнь. Какая-то, знаете, необычная у вас будет жизнь с этим человеком. Человек идет преданный, верный, и вы будете очень преданы и верны этому мужчине. Любовь на пороге. Либо буквально вот последние дни этого месяца, либо следующий месяц у вас прям любовь на пороге. Новые чувства, новые отношения, очень такие, как быстрые, да, скорые отношения. Но любовь с первого взгляда, как по-другому. Как по-другому. Вот настолько вы друг другу понравитесь, такая между вами искра вспыхнет, что даже и не будет мысли, что надо там дистанцию хранить, еще что-то делать, да, вот прям потянетесь и опомниться не успеете. Вот. А кто уже в паре, в браке, не придумывайте себе проблемы, ваш партнер вас очень любит. Понятно, что не всем дано рассказывать про свою любовь. Многие мужчины вообще считают, что это лишние сантименты. Возможно, их даже воспитывали так, что мужчина не должен говорить о своих чувствах. Вот. Любит по-настоящему. И, может быть, на словах и не проявляется, но, возможно, будет проявляться в поступках. Или если прям сильно пристать, задать навязчивые вопросы, то, да, признается в любви. Вы классная, конечно, вас будет любить. А вот этот будет любить вас до конца своих дней, но никогда не сможет с вами вместе быть. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.